Решить проблему и просто пообщаться. В администрации города прошел прием граждан по личным вопросам. Воспитание детей – истинное призвание. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и все дошкольные работники. Правила дорожного движения – правила жизни. Продолжается Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей в студии Ляна Кириллова. Здравствуйте. Остались считанные дни до Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября. В рамках этого в Сибае уже проходит множество мероприятий. Что было и что будет? Подробнее об этом мы поговорим завтра в прямом эфире программы «Крупным планом» с участием председателя городского совета ветеранов Рашитом Хайдаровичем Идрисовым. Ну а сегодня в преддверии Дня пожилых в администрации города состоялся прием граждан пожилого возраста. В администрации города ежегодно в преддверии Дня пожилых людей проходят встречи представителей администрации городского округа с ветеранами войны и труда, тружениками тыла, пенсионерами Сибая. Цель мероприятия – всеобщими силами решить либо посодействовать в решении проблем пожилых людей. Беспокоят пенсионеров не только личные вопросы, но и проблемы всеобщего характера. Огромное количество посетителей было к первому заместителю главы администрации Ильфату Сафину, который также является исполняющим обязанности мэра города. Ильфат Фазулович и специалисты отдела промышленности, строительства, транспорта и связи, секторов по жилищным вопросам, муниципальному контролю выслушали от горожан проблемы коммунального характера. Наши в Камышах каналы все закрыли, там же болото. Открывать надо, копать надо все. И Худайбердин все закрыли, и Мирный. Также нельзя, вот за это я. У нас такой вопрос. Уже 23 года живем на Южном, и нету воды. На многие вопросы ветераны сразу получили ответы от представителей администрации и руководителей структурных подразделений. Остальные взяты под контроль. Несколько обращений касались реализации республиканской программы по ликвидации аварийного жилья. Возникали вопросы по оформлению пенсии. Были и те, кто жаловался на одиночество. Люди, прожившие активную насыщенную жизнь, нуждаются просто в хорошем собеседнике. Пенсионерка Галия Аргенбаева, например, знает лекарства от скуки. Она активно занимается рукоделием и обратилась с просьбой выделить помещение под клуб по интересам. Я хотела насчет помещения, чтобы рукоделием заниматься для города. А то все города участвуют везде, а у нас нет. Так-то помаленько с детства занималась, чуть-чуть, а так вот после пенсии капитально. Лоскутное шитье, вязание, оригами, квильт разный. Ответы, затрагивающие интересы широкого круга населения, будут размещены на официальном сайте городского округа и в местных средствах массовой информации. Ляна Кириллова, Айгуль Хамитов, Радмир Исенгулов, Гульвина Раскильдина, телекомпания СТВ. В администрации города сегодня также прошло 13-е заседание Совета городского округа 4-го созыва. Из 20 депутатов присутствовали 15. Какие вопросы рассматривались, смотрите далее. На повестку дня 13-го заседания Совета городского округа 4-го созыва было вынесено 5 вопросов. Основным стало подведение итогов выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов по нашему городу. Об этом доложил первый заместитель главы администрации Сибая Ильфат Сафин. В докладе было отмечено, что паспорт готовности объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения города Сибай сдан в Министерство жилищно-коммунального хозяйства республики. На Зауральской ТЭЦ проведена внеплановая комиссия Ростехнадзора. Замечаний, препятствующих прохождению осенне-зимнего отопительного периода, не поступило. Большая работа проведена и на предприятии Башир-ТС «Стерлитамак». До Башир-ТС «Стерлитамак» подготовлено котельных 5 единиц, составляет 100% от общего количества 5 единиц. Насосных станций 7 единиц, что составляет 100% от общего количества 7 единиц. Центральных тепловых пунктов 12, что составляет 100% от общего количества. Тепловых сетей двухтрудного начисления 64,125 километров, что составляет 100% от общей протяженности, 64,125 километров. Выполнена замена тепловых сетей двухтрудного начисления. По капитальному ремонту 170 метров участок от 15 К-24 до жилого дома номер 8 по Стрельному шоссе, что составляет 98% от запланированной протяженности.
Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону в городе проведены гидравлические испытания и гидропневматическая промывка 100% жилищного фонда, объектов здравоохранения и прочих. На предприятиях города имеется план действий на случай ЧП по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования таких ситуаций. Отопление уже несколько дней подается в учреждения образования. С сегодняшнего дня тепло пойдет и в многоквартирные дома. Среди других вопросов депутаты рассмотрели внесение изменений в решение Совета о бюджете городского округа с учетом поступивших безвозмездных средств из бюджета республики, порядок расходования средств резервного фонда администрации, внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа, а внесение в Государственное собрание Курултая Республики Башкортостан проект закона о налоге на имущество организации. По всем рассмотренным вопросам принято единогласное решение. Лена Кириллова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова для службы новостей. Мудрые, ответственные, внимательные, терпеливые – это все о воспитателях и всех дошкольных работниках, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Дата празднования – 27 сентября, выбрана в связи с открытием первого детского сада в Российской империи. В этот день принято проводить различные торжественные мероприятия. Сегодняшний день для работников дошкольного образования Сибая тоже не стал в этом плане исключением. Цель праздника – привлечь внимание общественности к детским садам и дошкольному образованию в целом. Родители благодарят наставников своих детей за терпение, нежность, теплоту и заботу, оказанные малышам. Букеты цветов, стенгазеты, поздравления и стихи – все это в этот день самым внимательным, чутким и отзывчивым воспитателям. Праздник, посвященный Дню работников дошкольного образования, прошел в детском саду «Светлячок». В числе гостей – ветераны, многие годы жизни посвятившие детям, заведующие дошкольных учреждений города и приглашенные гости. Представители администрации Сибая поздравили присутствующих с профессиональным праздником и вручили почетные грамоты отдела образования отличившимся работникам. Дорогие, милые наши женщины, дорогие коллеги, можно так сказать, потому что я тоже дошкольник. Я с удовольствием пришла сегодня на этот праздник. Этот праздник у нас молодой, с 12-го года, да, Леша Николаевна? Я очень рада, что этот праздник у нас с вами появился. Во-первых, я от имени администрации, от себя лично поздравляю всех вас с этим замечательным вашим профессиональным праздником. Вот этот праздник, если посмотреть по ассоциации, он, наверное, больше приближен к материнству. Как вы это чувствуете? Я говорю, так или нет, потому что всегда рядом с нами дети. Я знаю, что каждый своим путем идет именно к этой профессии, но это, наверное, веление сердца или зов, какой-то вот внутренней силы. Если мы любим детей, мы обязательно будем работать именно в учреждении дошкольного образования. В нашем городе функционирует 15 дошкольных учреждений, где воспитываются более 4000 детей. Как известно, воспитание малышей – огромный труд, который в первую очередь ложится на плечи родителей. Но немалую роль играют в этом серьезном деле и дошкольные работники, которые, по словам выступающих, достойно выполняют возложенную на них ответственную задачу. День дошкольного работника – это, пожалуй, тот единственный день, когда воспитатели могут отвлечься от повседневных забот и, принимая многочисленные поздравления, отдохнуть духовно. В этом им сегодня помогали самодеятельные артисты города. Небо голубое высоко, я еще девчонка лет 5, и радость моя пою, и счастье мое летит. Давид Фадеев, Айгуль Хамид, Валик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Сегодня, 27 сентября, значится в календаре как Всемирный день туризма. Дату, когда отмечается главный праздник для всех любителей поездок и походов, утвердила Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации почти 40 лет назад. Миллионы людей ежедневно совершают заграничные поездки и кратковременные походы, отправляются на различные экскурсии или самостоятельно осматривают достопримечательности. Подобное тотальное увлечение новыми впечатлениями не могло не отразиться в календаре. В нашем городе туризм также активно развивается, часто проводятся турслеты. Один из последних прошел на базе студенческого учебно-экспериментального комплекса «Туаляс» Сибайского института БГУ. Участниками спортивно-туристического слета, к слову, 24-го по счету в истории учебного заведения, стали учащиеся групп нового набора СиБГУ. Среди основных целей мероприятия – пропаганда физической культуры и спорта, укрепление здоровья, объединение учащихся и получение ими основных туристических навыков.
навыков. Первокурсники представили свои команды, которым предстояло преодолеть полосу препятствий, продемонстрировать художественные и кулинарные таланты. По итогам всех этапов абсолютными чемпионами стали студенты технологического факультета. Подходит к концу первый месяц нового учебного года. И, как свидетельствует статистика ГИБДД, именно в этот период, в сентябре-октябре, на дорогах страны наблюдается всплеск детского дорожно-транспортного травматизма. Чтобы напомнить детям о правилах безопасного поведения, госавтоинспекция города проводит традиционные комплексные мероприятия. Сотрудники ГИБДД посещают школы и детские сады, усиливают работу по пресечению нарушений правил дорожного движения. Автомобильный поток растет с каждым годом, и дорожно-транспортные происшествия в наши дни не редкость. Зачастую причиной аварий становятся пешеходы. Приводит к этому незнание элементарных правил дорожного движения, а также безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. На днях на эту тему между учащимися школы номер 5 и инспектором по безопасности дорожного движения состоялся живой диалог. В ходе встречи ребята вспомнили основные правила безопасности на улицах, ответили на вопросы по правилам дорожного движения. Во время беседы были подняты вопросы о правилах катания на велосипедах и скутерах и чем грозит нарушение этих правил. Также инспектор рассказал о необходимости использования светоотражающих элементов в одежде. В рамках недели безопасности во всех общеобразовательных учреждениях проводим занятия. Собираем детей, рассказ о правилах дорожного движения, как нужно вести на проезжей части, в салоне автомашин, как нужно переходить проезжую часть в нужном месте, какие правила дорожного движения, какие изменения вносятся в правила дорожного движения. Нужно использовать светоотражатели при движении в темное время суток. Инспектор ГИБДД обратил внимание педагогов на то, что совместная задача взрослых – развить в детях понимание опасности, которую таит в себе автомобильный мир. В заключение Альберт Обтекаев отметил, что благодаря слаженной работе школы, семьи, сотрудников ГИБДД по обучению детей правилам дорожного движения можно добиться больших успехов в воспитании законопослушных граждан и снизить детский дорожно-транспортный травматизм. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитов, Радмир Сингулов, Гульгена Раскильдина, телекомпания СТВ. И в завершении выпуска новостей я напоминаю, что Сибайское телевидение объявило кастинг на должность журналиста. С подробностями сегодня Ринат Музафаров. Здравствуйте, дорогие наши телезрители, я Ринат Музафаров, и мы продолжаем посвящать вас в детали нашего рабочего процесса в связи с предстоящим кастингом в нашу команду, который пройдет 2 октября. Сегодня мне доверили пообщаться подробнее с нашим директором Артуром Камиловичем. Такое доверие называется редакционным заданием. Здравствуйте, Артур Камилович. Ну и первый вопрос. Предлагаю для начала еще раз согласить условия и формат кастинга, который состоится в следующий понедельник. Здравствуйте. Формат кастинга будет проходить следующим образом. То есть у нас нету каких-то особых критериев, которые обрубают и заводят в рамки всех претендентов. То есть любой желающий может попробовать себя в роли корреспондента. Почему именно так мы решили проводить именно в таком формате? Потому что довольно-таки часто бывали такие случаи, на моей практике, по крайней мере, в жизни, когда человек, который не имел отношения к журналистике, все-таки становился одним из ведущих корреспондентов. Это само собой говорит о том, что всем желающим не стоит бояться того, что у них нет специального какого-то образования, нет какого-то навыка. То есть, если вы широко и креативно мыслите, то я думаю, что вы займете свое место в нашей команде. Артур Камилович, поделитесь, пожалуйста, планами относительно будущих перспектив нашего телевидения и какие возможности для творчества это открывает для наших потенциальных корреспондентов. Вообще, работа корреспондента, она настолько уникальна, скажем, даже волшебная. Перед корреспондентом всегда открыты двери, как и морально, так и по закону. То есть, очень интересная, занятная работа. Корреспонденты будут бывать в таких местах, где не каждому человеку дозволено быть. И я думаю, что это одно из первых направлений, ради которого стоит пойти. По крайней мере, лично по моему мнению. Во-вторых, у нас очень хороший, слаженный, веселый, задорный коллектив, который работает в одном направлении, люди в нашем коллективе не разнятся. То есть у нас все идет общими усилиями, общими планами, общими задумками и общими идеями. Спасибо за интервью, Артур Камилович. Еще раз напоминаю, что наш кастинг состоится 2 октября в 15:00 по адресу Чайковского, 30. И мы ждем вас. Возможно, именно вы нужны нашей команде, а мы нужны вам. До встречи!
На сегодня все. Сразу после смотрите обзор очередных новинок кинопроката в нашей постоянной программе «Атмосфера кино». Хороших вам новостей и увидимся!